Салям алейкум, здравствуйте. В эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашем выпуске. Арбитражный суд Москвы вернул кредиторам дом на Рублевке организатора блокады Крыма Ленура Ислямова. Между Госкомнацем и Крымским отделением Ассамблеи народов России был подписан договор о сотрудничестве. Презентация книги председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова под названием «Пройти свой путь». Награждение учеников 11 классов за достижения в области научно-исследовательских работ. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече в Белом доме обсудил с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене. Стороны обсудили перспективы следующего раунда переговоров по Сирии и в Астане и создание зон деэскалации. Как отметил министр, у США и России общее понимание, что такие зоны должны стать шагом к прекращению насилия по всей стране, который поможет решить гуманитарные проблемы и создаст основы для политического урегулирования. Президент Трамп четко подтвердил свою заинтересованность в том, чтобы выстраивать взаимовыгодные, деловые, прагматичные отношения и чтобы решать проблемы. Вот это очень важно, что нацеленность и у президента Трампа, и у президента Путина на конкретные результаты, которые будут ощутимы и которые позволят снимать проблемы, в том числе и международной повестки дня. Церемония открытия турецкого фонда развития Крыма состоялась в Анкаре. В ней приняли участие около 300 представителей турецких политических партий, дипломатических миссий, крымско-татарской диаспоры и СМИ. Сегодня важный день в российско-турецких отношениях, а также в истории Крыма. Фонд будет заниматься проектами по социальному, культурному и экономическому развитию Крыма. Считаем, что Турция должна поддержать создание структуры культурной автономии со стороны властей Российской Федерации, сказал основатель и глава фонда, председатель Федерации крымско-татарских культурных объединений Турции Унверсель. По его словам, фонд открыт для различных идей, инициатив и инвестиций. В частности, планируется строить социальное жилье для многодетных семей Средней Азии, которые переселяются в Крым, оказывать поддержку в создании культурных, образовательных предприятий, строительстве мечетей. В Симферопольском Свято-Екатерининском храме прошел чин освящения колоколов в честь святой великомученицы Екатерины. Чин освящения совершил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. В мероприятии принял участие и глава Крыма Сергей Аксенов, а также представители всех конфессий Крыма. Сергей Аксенов отметил, что уже в скором времени совместными усилиями храм будет построен. Это станет важным событием для всех крымчан. Сегодня в формате видеомоста «Москва-Симферополь» прошла презентация книги председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова под названием «Пройти свой путь». В основу книги легли эмоционально окрашенные воспоминания и размышления автора о событиях в Крыму, России и на Украине в период с осени 2013 года до 18 марта 2014 года. Издание содержит фотографии и документы, уже ставшие достоянием истории, а также факты, которые до сих пор не были известны широкому читателю. Автор книги «Пройти свой путь», спикер Крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что идея написания книги возникла в начале 2015 года. Автор захотел зафиксировать важные исторические моменты Крымской весны. Я взял на себя инициативу написания этой книги для того, чтобы постараться, так сказать, концентрированно сформировать основную мысль, основную идею, которая толкала крымчан на референдум. Одним из главных достоинств книги Владимира Константинова «Пройти свой путь» является то, что в ее тексте содержатся четкие и ясные обоснования легитимности проведения общекрымского референдума 16 марта 2014 года и воссоединения полуострова с Россией. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов. Здесь содержатся самые твердые и ясные подтверждения легитимности референдума в Крыму и выбора крымчан в пользу того, чтобы воссоединиться с Россией. И это и является четким и ясным ответом на различного
рода выкрики в наш адрес. Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек отметил, что эта книга является фундаментальным трудом, важнейшим историческим и документальным материалом, в котором из первых уст одного из организаторов Крымской весны можно прочитать реальные факты и ознакомиться с многочисленными документами, которые включены в эту книгу. Действительно, пойдя за своими лидерами Крымской весны, сумели организоваться и обеспечить легитимность тех процессуальных решений, которые обеспечили юридическую чистоту возвращения Крыма в Россию. Действительно, в этой книге мы увидим и ссылки на документы, и те решения, которые принимались командным путем. Конечно же, впервые, я считаю, что правдивая дана оценка лидерам Крымской весны, без которых бы не было бы тех решений стремительных, быстрых, юридически выверенных. Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев подчеркнул, что книга «Пройти свой путь» станет частью историко-политического процесса. Я думаю, что она найдет своего читателя через 10 и через 15 лет и будет одним из кирпичей, фундамент легитимности процесса воссоединения Крыма с Россией. На данный момент напечатан англоязычный вариант книги. Член Комитета Госдумы Российской Федерации по культуре Светлана Савченко предложила напечатать книгу еще на крымско-татарском и украинском языках. Фундаментальные действительно воспоминания, может быть, кроме русского, английского, еще на украинском и на крымско-татарском. Знаете, для библиотеки Полтавы это тоже потом пригодится на украинском языке. Напомним, в Крыму презентация данной книги состоялась 16 марта, в день 3-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Султания Ситакаева, Дамир Якубов, телеканал Миллет. Арбитражный суд Москвы вернул кредиторам дом на Рублевке организатора блокады Крыма Ленура Ислямова, следует из опубликованного определения суда. Суд признал соглашение об отступном недействительной сделкой. Напомним, что бизнесмен Ислямов занимал должность вице-премьера в Крыму в 2014 году. Был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего покинул полуостров. При этом он перевел свои бизнес-активы на подставные структуры. Позднее Ислямову было предъявлено заочное обвинение в диверсии, в результате которой в ноябре 2015 года был полностью обесточен Крым. Ислямов является фигурантом уголовного дела, которое ФСБ возбудило по факту создания вооруженного батальона на юге Украины и у границ Крыма. Я хочу выступать в Крыму, но, к сожалению, сейчас я не могу даже просто поехать туда и увидеть своего дедушку, который очень болен, заявила победительница Евровидения 2016 певица Джамала. Власти Крыма прокомментировали заявление крымско-татарской певицы, указав, что проблемы с посещением Крыма у Джамалы могут возникнуть только из-за Киева. О том, что крымские власти готовы пригласить ее на полуостров, заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Цитата: «Могу с высокой долей уверенности говорить, что проблемы с посещением Крыма у Джамалы есть, но они исходят совсем не от Крыма, а от киевских властей, от тех кураторов, которые оказывают на Джамалу давление», цитирует Мурадова ТАСС. По его словам, Джамала была приглашена в Крым еще год назад, и это приглашение остается в силе. Между Госкомнатсом и Крымским отделением Ассамблеи народов России был подписан договор о сотрудничестве. Торжественная церемония состоялась в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Развитие образования в полиэтническом регионе», которая состоялась в Крымской гуманитарной академии. В Крымской гуманитарной академии межнациональным отношениям уделяется особое внимание. Поэтому в сентябре 2015-го на базе академии было создано региональное отделение Ассамблеи народов России. Нашей главной целью, и это было написано в нашем уставе, это налаживание диалога между людьми разных национальностей, которые проживают в Крыму. Крым – это такая маленькая планета, где живут люди разных национальностей. И наша самая главная задача, тех, кто живет и гордится нашим Крымом, самая главная задача – это мир на этой земле. В своем выступлении председатель Госкомнатса отметил, что несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию на полуострове, Крым благодаря единству всех граждан остается территорией мира и согласия. Вопросы межнациональных отношений в Крыму курирует лично Сергей Валерьевич Аксенов, глава республики. И это говорит о том, что сохраненный в Крыму нами всеми крымчанами мир стоит очень дорого. И та ответственность, которую
взяло на себя сегодня правительство вместе с институтами гражданского общества, с нашими вузами, общественными организациями, в том, чтобы сохранить этот мир. Ассамблея народов России, а если мы говорим о региональном отделении в Крыму, одна из тех структур, которая взяла на себя ответственность объединить различные организации, представителей разных народов, разных конфессий, для того, чтобы межнациональные отношения приносили только пользу, чтобы мы с вами видели людей разных национальностей на параде в составе бессмертного полка, наших внуков, наших правнуков, наших детей, с портретами своих дедов тоже разных национальностей, и чтобы мы всегда помнили, что в те страшные тяжелые годы они выходили в одном строю, в одном окопе, отдавали свою жизнь ради нас. Со своей стороны мы готовы, конечно, поддерживать любые инициативы, будь то инициативы студентов, либо инициативы вузов. Соглашение о сотрудничестве предусматривает всестороннюю поддержку организациям, которые развивают межнациональное согласие на полуострове. Мы в этом году в бюджете предусмотрели 2 миллиона рублей для оказания грантовой поддержки именно в части реализации инициатив тех или иных учреждений, организаций в развитии межнациональных отношений. Поэтому предлагаю, Александр Ильич, нам вот как раз таки либо от вуза, либо от вуза через Крымское республиканское отделение мы готовы рассмотреть предложения ваши, оказать полное содействие в правильном оформлении и пожелать вам успеха, выиграть этот грант. Я думаю, что его реализация будет на благо республики. Для гостей мероприятия студенты Академии подготовили небольшую программу. Пели о родине, один из номеров посвятили ко Дню Победы. Была исполнена песня «Катюша». А также студентка КИПУ исполнила крымско-татарскую песню о Бахчисарае. После официальной части участники конференции перешли к обсуждению актуальных вопросов развития образования в многонациональном регионе. Принимают участие в мероприятии преподаватели крымских вузов, а также вузов России. Нариман Тарсинова, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». В Симферополе состоялось совместное заседание Общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и предприятием жилищно-коммунальное хозяйство «Контроль Республики Крым». Обсудили перспективные планы и направления работы министерства на 2017 год. Все подробности далее в сюжете. Представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым обсудили вопросы строительства нового водовода для водоснабжения Восточного Крыма. После прекращения поставки воды по Северокрымскому каналу было принято решение о водоснабжении этой территории из подземных источников. На сегодняшний день были пробурены водозаборы, и вода пока что временно перебрасывается по системе Северокрымского канала. И параллельно ведется строительство данного тракта водоподачи. В принципе, можно сказать, такой серьезный крупный инфраструктурный объект, который строится на сегодняшний день. Он будет строиться несколько лет. И в первую очередь запланировано довести водовод до Феодосии и дальше продолжить его до города Керчи. В целом протяженность данного водовода составляет более 200 километров. Якуб Зейтулаев также отметил, что несмотря на некоторые трудности, строительство идет по графику. Проблемы в основном технического характера. Есть определенные изменения в проекте, которые нужно пройти согласование с авторским надзором. На эти изменения должно быть заключение экспертизы. В принципе, вот эти вопросы на сегодняшнем совещании у нас обсуждались. Ну и традиционно вопрос финансирования данного проекта. В принципе, финансирование осуществляется стабильно, вопросов нету. Были вопросы по поставкам труб. В принципе, к концу следующей недели эти вопросы снимутся. Поставщик получит средства денежные и приступит к поставке данной трубы. Работы на объекте продолжаются. В принципе, все идет в плановом режиме. Стоит отметить, что строительство водовода было запланировано в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» до 2020 года. Султания Меджидумир Мустафаев, телеканал «Миллет». С прошлого года в соответствии с государственной программой в Крыму для реабилитированных граждан предусмотрена компенсация по оплате за подключение к водоотведению, газоснабжению и электроснабжению. В этом году на данные выплаты выделено 1 миллион рублей. Сначала граждане должны осуществить необходимые процедуры
подготовить документацию, осуществить подключение, то есть оплатить из своих средств за подключение к сетям водоотведения, электро- и газоснабжения. Только после этого, значит, порядок предусматривает механизм компенсации в размере 50%. Не имеется в виду строительство самих сетей до точки подключения. Есть именно такое, скажем, такая составная часть общих затрат при подключении, которая так и называется – за подключение. И она определяется каждой ресурсоснабжающей организацией, в том числе в зависимости от региона проживания конкретного заявителя. Данные выплаты выделяются только для реабилитированных граждан, которые лично получили справку о реабилитации. Чтобы получить денежную компенсацию в размере 50%, гражданам необходимо обратиться в местную администрацию, написать заявление и предоставить документы. Копия паспорта, справка о составе семьи, выданная в установленном порядке по форме номер 9, копия справки о реабилитации, копия документа, подтверждающего право собственности на домовладение, копия договора с организацией, предоставляющей услуги по подключению сети водоотведения, газоснабжения или электроснабжения, оригиналы платежных документов, подтверждающих оплату расходов за подключение к сети водоотведения, газоснабжения или электроснабжения, акт выполненных работ, составленной организацией, выполнившей подключение к сети водоотведения, газоснабжения или электроснабжения, и справка банковского учреждения о реквизитах счета, открытого на имя конкретного данного заявителя. В Крымском инженерно-педагогическом университете прошло награждение учеников 11 классов за достижения в области научно-исследовательских работ, а также учащихся Малой академии наук «Искатель». На мероприятии бывал и наш корреспондент Мухаммед Зикиряев. Наградить одаренных ребят прибыла министр образования, науки и молодежи Наталья Гончарова. Учащиеся школы получили денежные сертификаты. Наталья Гончарова отметила, что молодым талантливым ребятам министерство уделяет особое внимание, ведь юные ученые нуждаются в поддержке. Действительно, отрасли образования много своих традиций, и одна из традиций – это поддержка талантливых и одаренных детей, талантливой и одаренной молодежи, тех детей, которые занимаются в Малой академии наук. Это та организация, которая была создана 53 года назад в Советском Союзе, стартовала как раз из Крыма, и мы сегодня одни из немногих субъектов Российской Федерации, которые это движение продвигаем, продолжаем, и, не боюсь, за последние 2 года насыщаем новыми программами и новой материально-технической базой. Каждый год в Крымском инженерно-педагогическом университете проходят такие мероприятия. В этот раз около 100 учеников 11 класса получили сертификаты на ежемесячную стипендию в размере 2300 рублей. Ректор Крымского инженерно-педагогического университета Чингис Якубов рассказал, что не случайно награждение талантливых школьников проходит именно в стенах университета, ведь будущие выпускники школ уже задумываются о том, с каким учебным заведением связать свое будущее. Я желаю ребятам, чтобы они стали не только членами, конечно, Малой академии наук, но я желаю, чтобы они представляли наш Крым в Российской академии наук, самым высоком научном органе Российской Федерации. Шайфе Гафарова, ученица 11 класса, приехала из Джанкойского района. Сегодня ее наградили сертификатом за научно-исследовательскую работу в области крымско-татарского языкознания и литературоведения. Признается, очень любит родной язык и планирует выбрать себе профессию в этом направлении. Впечатления, конечно, у меня очень искренние. Я даже рада, что меня так наградили. Мечты сбываются. Асине Меджитова и Амедхан Анисов, учащиеся Малой академии наук, сегодня также получили сертификаты за участие в секции литературного творчества и математики. Конечно, рады, потому что это действительно такое событие, которое придает тебе силы, придает тебе уверенности в том, что ты делаешь не просто что-то, а что-то значимое, и то, что могут оценить другие люди. Это дает такой большой стимул продолжать развиваться и дальше. Я приехал с города Евпатории. Приехал с целью показать свои знания, показать свои успехи, чего достиг к концу 11 класса. Сейчас юные таланты стоят на пороге выбора профессии. Каждый из них мечтает стать хорошим специалистом и приносить пользу обществу. Стоит отметить, что 27 мая в Крымском инженерно-педагогическом университете пройдет День открытых дверей, где каждый желающий сможет ознакомиться с жизнью вуза. Мухаммед Зикиряев, Умер Мустафаев, телеканал Миллет.
А это были все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Абиблаев. Не переключайте телеканал Милет. До новых встреч в эфире.